Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров посетил транспортную неделю в Москве. Мы выезжаем, смотрим, каждый день обращаются люди из разных уголков республики. Благими делами дома полнятся. Фонд «Солидарность» помог улучшить жилищные условия еще одной семье. Множество операционных лабораторий, главное современное оборудование, которое позволяет делать сложнейшие операции. Одолеть болезни и вернуться к нормальному образу жизни. Расскажем, как врачи помогают при диагнозе онкология. На службу сталинской пятилетки собраны силы лучших мастеров хлебобулочного производства страны. Не в погоне за рейтингом, а просвещение ради. Сегодня Всемирный день телевидения. Узнаем о его истории и современных реалиях ТВ. Подвешивали мясо на нитки, чтобы она была трудоспособна, могла летать. Мы вырабатывали рефлекс. Птичку стало жалко. История военных о том, как не дали погибнуть гордому Сипу. Добрый вечер, это новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров по приглашению министра транспорта страны Евгения Дитриха посетил транспортную неделю в Москве. Мероприятие направлено на демонстрацию достигнутого прогресса и развития транспортной отрасли в целом. Здесь представлены успехи в области машиностроения, инфраструктурного строительства, также рассматриваются инвестиционные проекты. На деловом завтраке с главой Минтранса также обсудили актуальные проблемы транспорта в России. Ингушетия по поручению Юнусбека Евкурова провела в Сирии очередную масштабную гуманитарную акцию по случаю дня рождения пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Помощь получили более 1000 семей Восточной Гуты, пригорода Дамаска. Всего было отправлено 18 тонн продуктовых наборов. Это уже 9-я гуманитарная акция, которую Ингушетия организует для братского сирийского народа. Ингушскую сторону на акции представил помощник-советник главы республики Луай Юсеф. Также участие в мероприятии приняла министр социальных дел и труда Сирии Рима Кадири, представители городских властей, неправительственных и благотворительных организаций. Мероприятие состоялось в спортивном зале Аль-Джала в Дамаске. В ходе акции был прочитан мавлид, выступили группы исполнителей, нашидов и зикров. Уганда, Пакистан, Индия, Сингапур, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Мавлид ан-Наби объединяет мусульман по всему миру на государственном уровне или же просто в кругу семьи. В месяц Рабиуль-Авваль мусульмане особенно усердны в поминании Аллаха и проводят священные обряды, приглашая гостей. К тем, кто по разным причинам не в состоянии организовать мавлид, приходят на помощь. Так, администрация города Воинской Славы по поручению главы Ингушетии оказала содействие нескольким семьям. Из Малгобека наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Его назвали в честь матери пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Всю свою жизнь она вместе с семьей в месяц, когда родился посланник Аллаха, проводила обряд маулид. В последние годы из-за финансовых затруднений делать это стало сложнее. Но сегодня в ее доме вновь звучат знакомые слова. Аминат одна воспитывает 6 детей. С трудностями привыкла справляться сама. Несколько лет назад переехала в новый дом. Раньше семья жила в оползневой зоне, так что все познается в сравнении, делится женщина. Постоянно, что больница кулыш, да, сей, могу жить, какие-то операции, что кулыш, но ашта дуашху, но делал аритма уар, бяка, ар, но остал душу, что школе был шанду, но остал. Для религиозных деятелей нашей республики подобные мероприятия в радость. По-другому и быть не может. Переоценить значимость месяца Рабиуль-Ауаль невозможно, говорят они. Поэтому в каждый дом, куда их приглашают, гости заходят с большим удовольствием. Дел бихетам дахадбат, изер биркет чдуадды, изер мода да дэл бакчар. Так калуса таруят жвасык, сундакуадаги,
сон молтиш эту безия хахи турка хуц олш халхали цулук мискна хадач дагы молт дешир оцун яра хач адаяр дедал эших уучш касбер огон яра юбот хат барке сатус деш эшт беберкети молт бот бер داشي غزل ديش مولد أغار حدي غد عد دور ساعة دقوة القابة ساعة. Следующий адрес – семья Магомеда Мужухоева. Здесь также помогли с проведением маулида. Гостей ждали. После взаимных приветствий и чашки чая приступили к самому главному. Магомед живет скромно, но главное богатство каждого ингуша, считает он, это хорошие соседи. Район пока малонаселенный, но Магомед надеется, что ситуация в скором времени изменится в лучшую сторону. Видеть радость на лицах людей, когда к ним приезжают такие гости, дорогого стоит. Каждый наш звонок, вот именно в преддверии этого месяца, когда мы звоним, оповещаем, это бывает очень большая радость для людей, потому что подавляющее большинство, конечно, населения у нас исповедует ислам, и для них это очень бывают хорошие новости, хорошие вести. И тем более, по нашим давним традициям, принимать гостей именно в этот священный месяц, это всегда принимается на ура горожанами. Проведение маулидов способствует сплачиванию мусульман и взаимопониманию. Поддержка своего брата по вере – это то, что завещал нам посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и да приветствует. И в месяц Рабиюль Ауэль мы должны быть в этом особенно усердны. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Каждый пятый россиянин участвует в благотворительности. К таким результатам привели исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Принимают участие в субботниках, выступают волонтерами, перечисляют деньги в благотворительные организации. Кстати, по такому принципу вот уже 3 года работает фонд «Солидарность». Он был основан по инициативе главы субъекта и существует при поддержке населения Ингушетии. Нам с вами уже удалось помочь десяткам семей. Сегодня расскажем о многодетной чете Бабхоевых. Репортаж Тамары Хашагульговой. Этот дом семья Бабхоевых стала возводить 10 лет назад. Пригодились материнский капитал и помощь родственников, но вскоре стройка застопорилась на долгое время. Встал вопрос с отоплением. Это дело оказалось затратным. Фатима понимала, что собрать необходимую сумму самой не удастся. Знакомые посоветовали обратиться в фонд «Солидарность». Солидарность в фонде обратиться отопление, что отопление хачила, отопление хачила, цакир хал, был бомбариш, антистияне, таханистияне, полностью шимал дам турбаж, батарейка, был хойшваж отпе, хачила штанер, котел шимал хама. Бабхоевы не единственные, кому оказали помощь в благотворительном фонде. За 3 года его существования улучшить жилищные условия смогли 260 семей. Представители фонда поддерживают действительно нуждающихся людей. В приоритете вдовы, пенсионеры и инвалиды. Мы выезжаем, смотрим, каждый день обращаются люди из разных уголков республики и за пределы республики. Бывают случаи с пригородного района, с Чечни бывают. Бывают те, которые обращаются, которые ни в чем не нуждаются, они просто-напросто на авось повезет, поставились на учет. И, такие вещи у нас не проходят. Мы жесткий отбор делаем. Муж Фатимы – инвалид 2-й группы. Основной доход семьи – это его пенсия и выручка от домашнего хозяйства. В новом доме еще много работы, но никто из семьи не собирается сидеть без дела. Денег от продажи скота должно хватить на оставшуюся отделку. На очереди более 1500 семей, которым необходима финансовая поддержка. Напомню, «Солидарность» основан по инициативе главы Ингушетии и при поддержке работающего населения республики. Сотрудники благотворительной организации призывают всех, кто готов внести добровольные пожертвования и намерены поучаствовать в решении проблем определенной категории граждан, обращаться в фонд. Тамара Хашагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.
Онкология – диагноз, который одних мгновенно мотивирует на полный апгрейд своей жизни, другие впадают в ступор и поддаются апатии. И тем, и другим, безусловно, необходима качественная медицинская помощь. В Ингушетии функционирует онкологический диспансер. Сколько пациентов наблюдается, как проходит лечение и довольны ли жители объектом, узнаем у Зелимхана Калоева. Сюжет в деталях. Получить высокотехнологичную медпомощь, не выезжая из региона. Онкодиспансер, открытый в Ингушетии, в прошлом году не уступает лучшим зарубежным аналогам. Множество операционных, лабораторий, главное – современное оборудование, которое позволяет делать сложнейшие операции и диагностику. Каждое отделение диспансера оборудовано всей необходимой техникой. Здесь можно проводить как оперативное вмешательство при лечении рака, так и химическую и лучевую терапии. Тамерлан Саутиев попал в эту больницу несколько дней назад. Пациенты на грани жизни и смерти врачи чудом вытащили с того света и доказали, что системное заболевание крови даже на 4-й стадии не приговор. По нолям не смотрел уже показатель. Хахетига. Я был дали был, то сидел Аллах был. Граница уже, коли уже показатель самый критический полностью по всем направлениям. Я раз уздехал промежуток времени ди. Алхамдулилlah, делал какие-то условия. Лазарец, хамад показатель, хаэя льёляниса, хаэя ни, ханс уже потихоньку нормализоваться, дежлат. Ну что, мы поступили в воскресенье в очень тяжелом состоянии. Нам оказано здесь такое внимание, вот просто я даже не ожидала. Сейчас гораздо лучше. Никаких лекарственных препаратов нам даже покупать не пришлось. Очень внимательный медицинский персонал, как младший, так и врачебный состав. У пациента обильно было кровотечение носовое, из полости рта, все ткани кровоточили. Это очень опасная ситуация, вплоть до осложнений. Плюс еще у него была полнейшая панцитопения, просто я поясню, что это когда полнейшее отсутствие всех периферических клеток в организме. То есть нету никакого защитного барьера у человека, за счет чего вот это все клиника основная вылезла. У него это пневмония человека, гипертонический синдром был у Тамерлана. Первый же день, благодаря, как говорится, моим друзьям со станции переливания крови, мы быстренько организовали гемотрансфузию, перелили ему экстренно кровь, плазму, выполнено назначение антибактериальной терапии в полном объеме, противогрибковую терапию. Таких благодарных пациентов тут немало. Эта коварная болезнь продолжает поглощать людей, не щадя ни взрослых, ни стариков и даже детей. При обнаружении рака у многих просто опускаются руки. Так зачем же уступать этой напасти досрочно? Этим вопросом врачи задаются не раз и продолжают бороться вместе с больными. Отделение химиотерапии, сердце учреждения. Здесь проходит лечение около 30 человек. Паллиативная помощь – это очень тяжелые, ослабленные за счет нашего заболевания пациенты. Оборот коек у нас очень высокий. Это говорит о том, что у нас даже на сегодняшний день полнейшая закладка наших этих коек, что говорит об агрессивности и запущенности данного заболевания в нашей республике. Препараты, оснащение, все у нас присутствует в плане того, что наши пациенты приезжают уже с готовыми анализами крови, которые мы лично контролируем через поликлиническое звено и проводим здесь высокодозную химиотерапию. Некоторые пациенты приезжают из-за пределов республики, это Санкт-Петербург, Москва, Ростов, разные регионы, имеют уже консультативное заключение. И по их рекомендациям мы не можем не проводить, мы проводим тоже химиотерапию. Вот, паллиативное отделение, в котором находятся очень тяжелые пациенты, зачастую уходящие пациенты, они нами наблюдаются нередко до самого конца. И нам в этом плане помогает очень сильно реанимационное отделение, которое находится прямо над нами. В этих современных лабораториях, аналога которым нет в республике, любому пациенту поставят точный диагноз, за получением которого не нужно, как раньше, выезжать за пределы. Помимо всего прочего, врачи здесь проводят и тест на BRCA, который помогает определить, имеется ли наследственная предрасположенность к появлению онкологии. Здесь в лаборатории мы выполняем исследования гепатитов, исследования ВИЧ, исследования BRCA и исследования ВПЧ. В данном случае
Про гепатиты и ВИЧ рассказывать не буду, я расскажу про исследование BRCA по предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников. То есть у женщин на сегодняшний день рак молочной железы, он занимает одно из первых мест. Это более, но он не скажу, что метод этот новый, но исследование более новейшее именно теми методами, которыми пользуемся мы на сегодняшний день. То есть они позволяют определить, есть у данной пациентки предрасположенность к этой болезни или нет. Алихан Беков проходит очередной курс химиотерапии. Как только узнал, что болезнь начала прогрессировать, первым делом отправился в Москву на обследование, после чего решил сравнить столичную клинику с нашей. Лечение дикий алхан нуждаться, да, у меня есть с чем сравнить. С Москвой, например, я был, там тоже лечился я вот по этой же болезни, и здесь также. Абсолютно царчил, много царчил. Царью малхаж оз йолже, но самое главное, что я считаю, и другим, наверное, повезло, с медицинским персоналом благодарялся. Лора, именно сухожо, лора, хава, евлоев, хава, шханер зики. Чуавдихан, ноусл дежи, чуавдихан. Действительно не так лишь бы отделаться, а именно В онкодиспансере с момента запуска уже проведено более 500 операций различной степени тяжести. И это не предел. Врачи серьезно намерены снизить количество заболеваний в регионе. Диспансер принимает одновременно сразу 100 пациентов. Самое загруженное отделение у нас это химиотерапевтическое отделение. В принципе, такие же объемы и в других онкологических диспансерах, потому что лекарственный компонент, он наиболее представлен для всех групп опухолей. Одновременно у нас и в структуре лекарственного отделения открыты койки для паллиативной терапии. Около 1000 пациентов за это время прошли лечение и на этих койках. Также реанимация у нас и целый состав параклинической, диагностической и иной сопроводительной терапии. В Ингушский онкодиспансер за помощью, профилактикой и лечением приезжают не только жители республики. Уровень медучреждения позволяет принимать и пациентов из других регионов страны. Благодаря современным технологиям и разработкам онкологию можно победить. Главное – вовремя диагностировать и приступить к лечению. Обследовать дахар, хажа, КТ яхка, МРТ яхка. Значит, масолди процедуры анализа хая, а уже авархарас. Консилиуме алурж предложили сделать химиотерапию. Химиотерапия при процедуре яйцун, анстахана какой-то период нужен для реабилитации. Где-то недельки 3 назад у отца обнаружили опухоль кишечника, и мы начали его обследовать. Сначала подошли к Идрису Мухарбековичу, и он так отзывчиво, организованно нас, начал уже вести. Хотела поблагодарить всех врачей за такую организованность и за то, что взялись за моего отца и нашли правильный подход для его лечения. Благодаря возможностям республиканского онкодиспансера пациенты даже с самыми запущенными формами заболевания смогут получить шанс прожить еще не 1 год. Главное не сдаваться и проводить диагностику на ранних стадиях. Зильбхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Сегодня даже трудно себе представить, что около 100 лет назад мир не знал о таком понятии, как телевидение. Телевизионный мир практически не имеет географических границ, так как в мире не осталось государств, в которых отсутствовало бы телевещание. Несмотря на развитие интернета, телевидение продолжает оставаться одним из самых популярных средств массовой информации. Сегодня, кстати, Всемирный день телевидения. Праздник международный, его отмечают операторы, редакторы, кино, звукорежиссеры, вспомогательный персонал, преподаватели профильных вузов. В общем, все те, кто так или иначе причастен к ТВ.
С момента своего создания до наших дней телевидение изменилось до неузнаваемости. HD и даже 3D качества, прямые эфиры, телемосты. А начиналось все с этой маленькой трубочки. Да-да, именно с изобретением катодной трубки советским ученым Владимиром Зворыкиным, которого прозвали отцом телевидения, стало возможно передавать изображение на расстоянии. Чудо 20 века, так люди относились к телевизору, к работникам ТВ соответственно, как к чудотворцам. Ведь долгое время для многих оставались загадкой тонкости этого ремесла. Сегодня состоялось открытие нового цеха Александровского хлебзавода. На службу сталинской пятилетки собраны силы лучших мастеров хлебобулочного производства страны. В Советском Союзе телевидение начало свое вещание в 1931 году. Это были экспериментальные передачи без звука. Постепенно в эфире появляется звук, начинает формироваться контент. А уже в 1938 году в Москве и Ленинграде создаются первые телевизионные центры. С началом Второй мировой войны развитие ТВ останавливается, но ненадолго. Советский Союз стал первой страной, которая возобновила телевещание в послевоенное время. Телецентр на Шаболовке заработал в тестовом режиме уже 7 мая 1945 года, а регулярные трансляции телепередач начались уже в декабре того же года. Добрый доктор, Айбали, он по деревам сидит. 50-е годы в истории советского ТВ знаменовались появлением легендарного союзмультфильма, на мультиках которых выросло и растет не одно поколение жителей нашей страны. Также появляются новогодние огоньки, первые передачи и звезды экрана. Впрочем, насладиться работой телевизионщиков до определенного времени мог не каждый зритель, ведь телевизор был роскошью вплоть до конца 80-х. Леспромхоз в лес, а лессельхоз по дрова. Сегодня современное ТВ – источник информации, развлечения, развития и даже воспитания. В каждом доме есть телевизор, а то и несколько. В нашем регионе история телевидения начинает свой путь развития вместе с образованием республики. В 1992 году состоялось открытие регионального филиала ГТРК «Россия». Тогда в подвале здания Народного суда находились монтажка, студия и аппаратная в одном лице. И только в 2000 году филиал федерального телеканала переехал в новое современное здание. Здесь сегодня работает больше 100 сотрудников. 20 лет ГТРК была единственной общественно-политической телекомпанией республики, пока в Магасе не началось масштабное строительство национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Решение о создании канала принималось это в 2010 году. В 2011 году в апреле было издано постановление правительства о создании национальной телекомпании. К концу 2011 года в октябре был заключен госконтракт о строительстве телерадиокомплекса. В 2012 уже практически работа началась. И, как я сказал, официальное открытие состоялось в августе 2013 года. Среди регионов России телерадиокомплексу НТРК нет аналогов. Проект здания позволяет вести круглосуточное телевизионное и радиовещание. Самые массовые события, включая крупные спортивные мероприятия, транслируются в прямом эфире. Сегодня эфир национального в основном заполняет собственный продукт. Здравствуйте, это новости Северокавказского федерального округа. Это новости 24. Добрый вечер. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Новости 24. Итоги недели и новости Северного Кавказа. Национальная телерадиокомпания предлагает своим зрителям большой выбор программ разной направленности. Это политика, спорт, культура и не только. Ежедневно журналисты НТРК ищут актуальные темы для того, чтобы показать их в эфире. Работать приходится в самых непростых условиях. Часто на журналистов оказывается сильное давление извне. Тем не менее, наши сотрудники стараются качественно выполнять свою работу, ведь главный принцип любого журналиста – это искать правду, основываясь только на объективных фактах. НТРК освещает все стороны жизни республики и создает контент для разных людей. Взрослый или ребенок, мужчина или женщина, не важен возраст и профессия. На национальном каждый найдет передачу по душе. Больше смотрю НТРК, новости Ингушетия, также Шанна Лярха или очень на НТРК бывают очень познавательные программы, эрудит и так далее. Технические возможности нашего телеканала соответствуют нормам всемирного вещания. Большая студия для записи тематических передач, малая новостная студия, студия для утренних программ и особая виртуальная студия для создания спецэффектов. Все они могут выходить в эфир одновременно и независимо друг от друга. Несмотря на такой сравнительно небольшой срок вещания, компания не раз занимала лидирующие места на различных конкурсах СМИ. И на этом мы останавливаемся не собираемся. Дальше больше. Зелимхан Калоев, Амина Бокова, новости 24.
С 22 по 25 ноября во Дворце спорта «Магас» имени Берда Ивлоева состоится грандиозный турнир. Впервые Ингушетия примет у себя первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года. Накануне в стенах спорткомплекса состоялся тренинг-семинар, на котором собрались опытные судьи международного класса со всей страны и за ее пределами. На встрече были продемонстрированы тестовые видео, на которых председатель коллегии российских судей Владимир Востриков и менеджер сборной команды России Эцио Гамба наглядно показали некоторые изменения в правилах дзюдо, вступивших в силу с недавнего времени, согласно которым главная задача судей как можно меньше вмешиваться в борьбу спортсменов, то есть по ходу встречи давать дзюдоистам продолжить схватку в случае, если они всерьез не нарушают правила. Это позволит исключить спорные моменты, и участники не будут чувствовать, что их засудили. После того, как Хасан Халмурзаев стал олимпийским чемпионом, импульс, скажем правильно, так вот, бум дзюдо в Ингушетии сейчас очень мощный. И ваши ребята очень мощно, сильно борются на всех почти стартах. Последние соревнования, которые были в Роттердаме, в Голландии, Муса Магушков стал чемпионом, единственным чемпионом из сборной команды России. Так что поздравляю вас, у вас очень хорошие ребята. Арена Дворца спорта практически готова для проведения спортшоу на самом высоком уровне. Здесь уже положили 4 татами, чтобы одновременно могли бороться сразу несколько пар участников. Также установлены огромные экраны, благодаря чему зрители смогут в деталях наблюдать за каждой схваткой. Более 600 лучших спортсменов из 55 регионов России примут участие в этом первенстве. От нашей республики заявлено 20 дзюдоистов. Билеты на турнир можно приобрести в кассах Дворца спорта. Организаторы предлагают болельщикам прийти на грандиозное спортсобытие и поддержать своих фаворитов. В рейтинге здорового образа жизни по официальным данным в лидирующей группе представителей Северного Кавказа и Краснодарского края. Ингушетия замыкает первую пятерку. Не секрет, ключевым фактором здорового образа жизни является отказ от вредных привычек и разного рода зависимостей. В общем, сейчас красота и румянец в приоритете. Но есть и те, для кого наркота дороже благ и презентабельности. Тем, кто не в ладу с собой, поможет Минздрав, остальным в качестве профилактики рекомендовано поучаствовать в семинарах и лекциях. Дана Плиева с подробностями. Наркозависимость – напасть или болезнь, которая сметает все на своем пути. И уже не важно, какие перспективы были у молодого человека, какие смелые планы на будущее он строил. Все это ему не позволит осилить его слабая воля и здоровье. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Ингушетия поднимает эту тему через встречи с подрастающим поколением. Хоть как-то донести до жителей нашей республики, особенно для молодежи, молодежной среды, о том, какой вред несет данное зло. И нельзя забывать, конечно, о административной и уголовной ответственности этой стороны. По республике выявлено около 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 12 килограмм наркотических средств. На встречу пригласили представителя наркологического диспансера. Зейра Арсельгова отмечает, что если в прошлом году в республиканском наркодиспансере на учете стояло около 1500 человек, 300 из которых наркозависимые, то в текущем году печальная статистика выросла и помолодела. Количество учета выросло на 111 человек, то есть цифра растет, и если в прошлом году средний возраст, самое большое количество наркозависимых было в возрастном периоде 25-29 лет, то в этом году этот возраст помолодел, он составляет 20-24 года. Ребятам показали документальный фильм, открывающий горькую правду о чуме 21 века. В бизнесе наркотиков там не считают, там нет ничего людского. Там есть просто конкретный расчет денежный, финансовый, и все. 3 единицы. По данным Минздрава, употребление наркотиков в юном возрасте приводит к необратимым последствиям. Повреждению головного мозга или нервной системы, амнезии, нарушению способности к рассуждению. Немногие наркозависимые, которые начали употреблять психотропные вещества в переходном возрасте, доживают до 30. А выкарабкиваются из этой бездонной ямы только 6%. Причин, которые толкают их на этот смертельный шаг, несколько. Любопытство, нехватка родительского внимания и плохая компания. Но у многих из ребят, собравшихся в зале, есть свое мнение на этот счет. Самое главное – это быть занятым. Просто когда у тебя много свободного времени, и ты попадаешься, ты случайно проходишь мимо и увидел этот круг, у тебя свободное время, ты просто с ними присоединился, и тебе просто бывает интересно попробовать. Я просто, чтобы
не было бы времени, чтобы человек был занятым. Я не знаю, работал, учился. Если ты уже пошел по этому пути, нужно отходить от этого, постараться, так как это очень плохо. И во-вторых, это позор родителей, людей, которые тебя воспитывали. К счастью, мне не приходилось с этим сталкиваться. У меня в окружении и среди родственников, и среди друзей таких людей нет. Но если бы я об этом узнала, если бы я знала, я постаралась бы какую-нибудь помощь оказать и попытаться вместе с ним бороться с этой болезнью. Главный вопрос – есть ли шанс вылечиться от наркозависимости? По статистике, лечение займет около года, но гарантии никто не дает. Из-за ломки наркозависимый может сорваться в любой момент. Именно поэтому такие профилактические беседы ведомство проводит на постоянной основе. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24. Самыми опасными для туристов странами признаны Ливия, Афганистан, Сомали, Йемен, Южный Судан и Мали. К такому выводу пришла организация, создавшая интерактивную карту рисков для путешественников. По оценкам специалистов, в этих странах низкий уровень личной безопасности, высокие риски для здоровья и есть серьезные опасности при передвижении по дорогам. С точки зрения здоровья может быть опасно посещение Южного Судана, берега Слоновой Кости и Сьерра-Леоне в Африке. Проблемы с дорожной безопасностью есть в Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Иране и Казахстане. Санитару леса понадобилась экстренная помощь, и он ее получил. Белоголовый сип чудом избежал гибели. Краснокнижную птицу подобрали и выходили служащие 18-й военной части. Суровый, с виду пернатый, заботу оценил. Отборный корм пришелся ему по вкусу. Улетать пока не собирается, да и у людей на него совсем другие планы. Репортаж Жаридат Халухоевой. Гордый стан и острый взгляд, всем своим видом показывающий, хоть и в клетке, но все еще остается хищником. Месяц назад этот белоголовый сип еще летал над хребтами и башнями горной Ингушетии, а сегодня даже улетать с барьера не хочет. Нашел свое место, где хорошо кормят, шутят служащие 18-й военной части, которые только и рады такому соседству. В сутки даем там килограмм-полтора мяса. Желательно с костями даем, потому что это работает, там, лапом кусается, там, так на людей не способны ее поймать, отнести там и ухаживать за ним. Так кидаем, она кушает. Изначально подпитка у нас была в плачевном состоянии птицы, не способна летать, там, не так кушала, как должна была. Мы ее подпиткой давали рыбный жир, день-два раза рыбный жир, и подвешивали мясо на нитке, чтобы она была трудоспособна, могла летать. Мы вырабатывали рефлекс. Как-то эта птица стала частью нашей воинской части, уже месяц здесь находится, регулярно ухаживаем, смотрим. В часть истощенную птицу с перебитым крылом принесли сами военные. Шансы на выживание у крылатого были слишком малы. Да и в Ингушетии реабилитировать белоголового сипа не удавалось еще никому. Поэтому для него и составили специальное меню – отборное мясо по особому рецепту. Диета пошла на пользу. Птица набрала вес и полностью залечила все раны. Мы выпускали ее, пару раз выпускали, она километра полтора-два полетела и обратно вернулась. Мы так решили оставить ее здесь. Если она улетит, там где-то собаки загрызут, там что-то будет, там жалко птицу. Поэтому мы оставили ее здесь. Было такое принято решение, командир воскресает. Данные птицы распространяются в восточном полушарии нашей земной планеты. Имеет, как вы видите, гладкую голову, коричневое темное оперение. Во всем мире осталось всего около 700 особей белоголового сипа. В поисках пищи эти птицы способны преодолевать огромные расстояния. Что примечательно, сип никого не убивает. Питается в основном падалью, за что его и прозвали санитаром леса. В наших горах обеды для него оставляют дикие собаки и волки. Для того, чтобы пользоваться вот этой пищей, они высоко парят в воздухе и, соответственно, ведут наблюдение над всем, что происходит на земле. Вот где-то что-то появилось, соответственно, у них очень хороший, так сказать, аппарат, вот это самый обонятельный. Они узнают и, соответственно, вот таким образом кормятся. Сип абсолютно безопасен для человека и животных до тех пор, пока те остаются живы. Белоголовый внесен в Красную книгу птиц Ингушетии. Как считают ученые, это связано с сокращением поголовья скота и популяции животных в лесах. Некоторые виды, они у нас находятся и в Международной Красной, и в книге России, и в книге Ингушетии. Если они во всех, так сказать, трех ипостасях везде включены, значит, дела его
не очень, так сказать, надежные. Поэтому внимание должно быть, начиная от регионов и выше по этим видам животных. Уже обосновавшаяся в местности и адаптированной к человеку птица будет трудно снова освоиться в дикой природе. Поэтому военные не спешат расстаться с пернатом. Но и в этих условиях он пробудет недолго. Совсем скоро СИП будет радовать глаз детей и взрослых в зоопарке. Шарадат Хулхоева, Джамаль Алтамасханов, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. В студии была Лайла Цурова, и до встречи в эфире.